Читаем российскую газету от 23 августа 2017 года. Статья Кварплата в прямом эфире. Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы ГИС ЖКХ. Проект поправок в закон о ГИС ЖКХ, который сделает эту процедуру обязательной для кредитных организаций, уже подготовили в Минкомсвязи, подтвердили российской газете в ведомстве. Получается, что практически все банки и другие организации, которые принимают плату за квартиру, должны в обязательном порядке подключаться к ГИС ЖКХ. Сейчас, по данным ведомства, с этой системой связаны 639 организаций, то есть большинство банков. На сегодня они разместили на ресурсе информацию об оплате 718 миллионах фактов оплаты с ЖКУ. Но кроме банков информацию должны передавать коммунальщики о тарифах. Данные расчетов по платежам за ЖКУ. И в федеральном законе уже есть норма, которая является инструментом экономической мотивации размещения. Предусмотрено право потребителей не платить за предоставленные жилищные и коммунальные услуги в случае, если в ГИС ЖКХ не размещена информация о выписанной им платежке. Даже предусматривается фиксация в ГИС ЖКХ факта неразмещения платежных документов и информацию о размере платы за жилищные помещения и коммунальные услуги. Это должно быть весовым основанием для владельца квартиры в суде, если на него управляющая компания подаст в суд за неуплату коммуналки. Но надо учесть, что как только на ГИС ЖКХ появится коррекция платежки, то ее нужно будет оплатить. Если там будет расчет за полгода, то всю эту сумму надо будет перевести. То есть вечных законных неплательщиков быть не может, ранее уточняли в ведомстве. Но пока право не платить еще не вступило в силу. С данным требованием все ясно, но вот наказание за то или иное невыполнение закона, а ГИС ЖКХ по другим пунктам решили детализировать в Минкомсвязи. Речь идет об уточнении Кодекса об административных правонарушениях в части дифференциации административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, установление ответственности оператора системы за некорректную работу системы, а также совершенствование инструмента экономической мотивации размещения информации в ГИС ЖКХ. Например, управляющей компанией может быть выписан штраф в размере 500 рублей за каждое жилое или нежилое помещение, информацию о котором она не разместила в ГИС ЖКХ. Но сумма за эту провинность не может превышать более 2 миллионов рублей за 1 месяц. За некорректную информацию тоже придется платить штраф в таком же размере. Размещать данные придется не только о самих квартирах и домах, но и о дворах. В ГИС ЖКХ создадут первый в России электронный реестр всех дворовых и общественных территорий страны. За основу реестра возьмут данные инвентаризации дворов, которые регионам рекомендовано провести до 1 ноября 2017 года. На портале каждый россиянин сможет проверить, насколько корректно отражена информация о его дворе на карте, которая выложит в разделе «Формирование комфортной городской среды». Этот проект связан с программой благоустройства в регионах на 2018-2022 годы. Статью подготовила Татьяна Шадрина, Ирина Константинова, Павел Шевченко для рубрики «Читаем газеты».